Решение о реализации проекта по разработке нежданинского месторождения было принято несколько лет назад. Удалось построить производственную и бытовую инфраструктуры, запустить энергокомплекс и с нуля протянуть линии электропередач, покорив тем самым уникальный горный рельеф Верхоянья. Нынешний запуск проводки и энергоснабжения, по словам главы республики, позволит повысить энергоэффективность самого проекта, который является одним из крупнейших в истории Новой России по золотодобыче. Это позволит более активно развиваться и Тампонскому району. Сегодня уже рассматриваются вопросы подключения населенного пункта «Теплый ключ» к данной энергосистеме. Технические возможности уже сегодня имеются. Ну и в дальнейшем уже от этой линии могут быть ответвления уже к другим месторождениям других компаний, недропользователей, работающих на территории Тампонского района, что, конечно же, опять же, позволит уже более активно развиваться в целом всему макрорегиону Восточной Якутии. Подключение горно-обогатительного комбината к электросетям снизит нагрузку на энергокомплекс, который до этого был единственным источником подачи энергии. Соответственно, это скажется на экономии дизельного топлива и, как следствие, сократит выбросы в атмосферу. Углеродный отпечаток предприятия, который достаточно был существенный из-за использования ископаемого топлива, он сократится примерно на 60-70% и может сократиться еще больше после заключения прямого договора с Вилюйской ГЭС. Понятно, что оба этих результата полностью соответствуют стратегии компании: прибыльная работа с минимальным вредом для окружающей среды. Строительство началось в 2020 году, что говорит о беспрецедентно сжатых сроках. Его вела компания «Южно-Верхоянские энергосети». Все цели в ходе проекта были достигнуты. Была применена уникальная даже для Дальнего Востока схема финансирования, когда средства Фонда развития Дальнего Востока, а впоследствии средства государственной корпорации ВЭП использовались как кредитный источник для финансирования примерно 70% затрат на строительство данной линии и подстанции. Разумеется, с вводом ЛЭП энергообеспечение Нежданинского горно-обогатительного комбината стало надежнее. Более того, фабрика, запущенная в ноябре прошлого года, продолжает успешную работу. Мы сегодня имеем определенный результат. И вот находимся в преддверии праздника Дня шахтера. Он на этой неделе состоится. И в канун этого праздника будет произведена на фабрике 5-я тонна металла с момента запуска фабрики в эксплуатацию. Стоит отметить, что сам проект состоялся благодаря правительству Российской Федерации и соответствующим решениям правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Безусловно, запуск такой линии электропередач – историческое событие для золотодобывающей промышленности республики и всей страны в целом. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск.